снова. Мы взяли бутылочку, эти бутылочки валяются везде. Все и делается из секонд-хенда, чтобы дети не боялись растраты. Берем потом салфетку, можно бумагу, газету и обворачиваем. Клеем смазано, но клеим долго веревочкой. Вот, голову я сделала. Понятно, да? Для чего? Потому что, чтобы ткань легла на бумагу, хорошо приклеилась. Она здесь вот в этой форме, вот в этой форме, клей, гипс и вода. Смачивается ткань. Для того, чтобы она потом засыхает. Гипс засыхает с клеем. У меня тут немножечко другая ткань, и поэтому другая сфера. Сейчас мы сделаем, намочим. Любой материал. Ломаем голову и делаем. Это я показываю саму технологию, но само произведение, оно делается длительным по времени и с особенным настроем. В процессе коммуникации. Я разрешаю детям разговаривать на занятиях. Они за разговором делают изделия. Это вполне приемлемо. Вот так можно. Это из бумаги можно сделать такую лепку. Так вот, такая приблизительно кукла. И сейчас мы сделаем у нас вот такая зеленая, хорошо белую делать, а мы сделаем это зеленую. Сейчас платочек. Кончился состав. Это очень хорошо, чтобы не выкидывать, лишние растраты не делать. Чуть-чуть добавляем. Все собирается, все. Никаких излишков. Излишки, они только... Все должно окупиться, как бы. Это объясняется экономическое положение вещей детям, девочкам. Они должны вести хозяйство прибыльно. А как? Вот так вот это объясняется умением все использовать в дело, в рабочем моменте, в дело, чтобы все получилось. Так, чуть воды добавим. Почему? Потому что не страшно. Сейчас мы саму тряпку намочим. Когда воды много, а гипса это мало, течет все. А это вот, чтобы не текло, а то будет лужа. Чтобы лужи не было, чтобы чистый был процесс. Вот мы намочили. Так, и платок. Вот приблизительно схема так у нас так получилась. Вот. Это схема такая. На самом кукла делается, конечно, более тщательно, более изящно, более эстетично. Понятно, да? Это делать лучше из белой ткани. Обходите, обходите. Обходите. Это делается лучше из белой ткани, потому что краска ложится, потом расписывается. Фактура тоже может использоваться, такая фактура. Тут была кукла вафельная. Эта кукла должна выстояться, засохнуть. Гипс уже там пропитан. И он на воздухе как бы кристаллизуется. Потом она будет твердой, более устойчивой. Такая кукла вот. И готова для росписи. Она немножечко с минимализмом сделана, не совсем художественная. Такие художественные куклы, вот мы снимали там, они делаются более длительно. Я показала сам процесс, как последовательность. Это макет технологии производства. А на самом деле кукла делается более тщательно, более с любовью, более так трепетно. И кукла получается, конечно, художественная. Кукла должна хорошо высохнуть, потому что, чтобы она не гнила. Если грибок, он везде, во всем грибок этот передается спорами. И вот, чтобы он не развивался, нужно немножечко добавлять спиртика. У нас спиртика нет, и детям это лучше не знать. Когда высохнет, просохнет хорошо, покрываем белой водоэмульсионной краской. Здесь ребенок не успел покрыть. Здесь вот на этом этапе он остановился, детская работа.
водомульсионная краска покрывается, потом опять просыхается. Они спрашивают, где такая печь? Я говорю, на воздухе. Они ищут машину печь. А это на воздухе, просто стоит на окне и сохнет. Потом, когда водомульсионная краска... По времени сколько? Ну, сутки, наверное. Сутки. Быстро водомульсионная краска это высыхает. А потом по заготовке, вот по этой водомульсионной, уже раз кисточкой. Кисточка раскраска. Здесь нужно долепить руки из бумажной пасты. А паста делается с помощью резки мягкой бумаги, салфеток, туалетной бумаги, чистой, разумеется, и клея. Эта масса потом накладывается, и получается вот такая форма. Здесь ребенок тоже не успел руки сделать. Но вот он бороду тут пытался сделать, носик. Шапочка из тяпочки сделана. Тут рожки из бумаги, из папье-маше, ушки. Долепка деталей. Деталирование этой общей скульптуры, деталь. Эта скульптура делалась по этнокультурным представлениям с целью, все задачи выполняются с целью. Цель какая? Формировать представление, этнокультурные представления у учащихся в процессе изобразительной деятельности. В данном случае уровень ДХШ, детская художественная школа, подростковый уровень. Малыши еще не справляются с этим заданием, они еще не организованы, у них свои особенности возрастные. Это работа подросткового уровня.